Здравствуйте, с вами передача «Акцент», и у нас в гостях Антонина Винокурова, председатель Государственного комитета по ценовой политике. Антонина Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Антонина Борисовна Винокурова окончила в 1984 году Дальневосточный технологический институт бытового обслуживания по специальности бухгалтерский учет с квалификацией экономист. В 2015 году Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности государственное и муниципальное управление с квалификацией менеджер. Скоро у нас предстоит очень большие изменения. Скоро у нас будут объединяться энергорайоны. И что из этого стоит ожидать, и зачем это делается вообще? Вообще у нас в стране давно уже началась реформа электроэнергетики. Если объяснить по-простому, реформа электроэнергетики предполагает разделение бизнеса по уровням. То есть, чтобы выработать электроэнергию и довести ее до покупателя, сначала надо ее выработать, потом передать по сетям, и есть еще функции сбыта, да, то есть собрать эти деньги, да, грубо говоря. И вот эти вот бизнесы, они делятся, разделяются, становятся различными юридическими лицами. При этом сетевая составляющая, то есть затраты на передачу, они регулироваться будут всегда. А вот станции начинают между собой конкурировать. У кого тариф дешевле, его больше загружает диспетчер, да? У кого тариф, значит, выше, его могут загружать меньше. И таким образом постепенно нерентабельные станции выводятся с рынка. А сбытовые компании, в свою очередь, они тоже должны конкурировать между собой. Предлагают потребителям свои услуги по меньшей цене, чем, допустим, у гарантирующего поставщика. Но в связи с тем, что Дальний Восток не был связан с единой энергетической системой России и с изолированностью наших территорий, у нас реформа еще не полностью доведена до конца. Но она постепенно идет, и идет она в первую очередь через технологические связки сетей, то есть строятся линии высокого напряжения, и постепенно энергорайоны начинают связываться между собой этими линиями. Так, например, сейчас у нас в настоящее время на оптовом рынке находится южная зона. Но это, конечно, не такой вот оптовый рынок, как играет в центральной полосе России. Тут пока еще и станции регулируются, да? Но тем не менее это все равно оптовый рынок, и там играют очень похожие правила, как в средней полосе. Тоже станции загружаются диспетчером и так далее, да, системным оператором. Мы не могли никак раньше перейти на полноценное формирование тарифов по требованию законодательства, которое предполагает при реформировании, значит, вообще вот мы должны были перестать утверждать конечный размер тарифа, а тариф должен был формироваться там, в зависимости от того, как сложился на рынке. Мы никак не могли на это перейти, потому что у нас есть перекрестное субсидирование дизельных станций, которые южные потребители тоже, в связи с тем, что у нас единый тариф по республике, тоже там есть доля этого перекрестного субсидирования. Но в 2017 году произошло выравнивание тарифов, как мы все знаем. Да? Тарифы в Якутии снизились на 58%, и появилась вот снижающая прямо ставка субсидий, который мы получаем от Русгидро. Поэтому появилась возможность выйти вот на полноценном уровне на оптовый рынок и потребителям южного энергорайона. Основной насущный вопрос, к чему это приведет? Будут ли ниже цены, будут ли выше? Да, вот с этим, значит, хочу сказать по этому вопросу, что основное отличие от того, что сейчас и что будет, если будет объединение, а с 2019 года планируется объединение уже западного и центрального энергорайонов. Они тоже технологические связки имеют, вот, построят там подстанцию, и все уже, можно говорить, что все уже связано, все три энергорайона. И что произойдет? Для населения ничего не изменится. Население, как мы утверждали, конечный тариф, так и будет. А вот по юридическим лицам, там, ну и предпринимателям, соответственно, да, там у нас поменяется схема. Наши потребители, предприятия, они в нашем постановлении не увидят конечные цены в числовом выражении. Мы будем утверждать тариф в виде формул. Формула очень сложная, и она состоит из различных составляющих. Первая часть – это стоимость генерации, которую мы не можем утвердить уже, да? Она делится на 6 категорий ценовых, то есть потребитель должен выбрать из 6, какой к нему больше подходит.
Там зависит от и уровня напряжения, там зависит и от типа тарифа, да, какой ему нравится, он и выбирает. Вот первая часть, она нами не утверждается, то есть там цифры нет. Вторая часть передачи энергии, как я сказала, она будет утверждаться, они ее увидят в нашем постановлении. Кроме этого, надбавка гарантирующего поставщика мы утверждаем. Кроме этого, появятся инфраструктурные платежи, это уже федеральных вот этих диспетчеров, но она ничтожная, там 0,1 копейка на киловатт-час, да, 0,1, то есть даже копейки нету. Плюс, значит, будем добавлять перекрестное субсидирование Сахаэнерго уже на законных основаниях и отнимать уже федеральную субсидию, вот эту вот через Русгидро, которую получаем. И таким образом выходим на величину конечного тарифа. У нас южная зона уже отработала 2017 год по этой схеме полугодия, да, со второго полугодия 2017 года по этой схеме. И как показывает практика, колебания незначительные. Якутскэнерго для потребителей Алданского Нерюнгринского района покупает электроэнергию уже на оптовом рынке. И там цена может меняться каждый час. И они покупают и рикошетом предъявляют потребителям по истечении месяца. А цена там меняется каждый месяц. И, допустим, вот если просто пояснить, летом, когда не работают тепловые станции, то есть не надо вырабатывать тепловую энергию, да, а работают больше гидростанции, там тариф может сложиться меньше. А зимой, когда загружаются тепловые станции, и они обязаны отопить, допустим, города, да, и там уже себестоимость выше, там тариф может сложиться выше. Но, как показал итог, там колебания совершенно незначительные пока. С какими районами у нас есть связь по электросетям, и можно ли ожидать новых игроков на рынке? Ну вот с 2019 года планируется объединение западного и центрального энергорайонов. Значит, объединение происходит через линию Томмот-Мая, и там подстанции подстроятся, заходы построятся, связка с ГРЭС, вот, ну, центральной зоной с Якутском появится, да. Потом объединение, практически уже произошло объединение запада с югом через вот линию ВСТО, когда вот обслуживаем нефтяников, там построили линию высокого напряжения. И она уже объединила запад с югом. Но сейчас просто в связи вот с этими вышеназванными проблемами, пока выход на оптовый рынок потребителей таких крупных, как Алроса и так далее, пока еще не состоялся, но когда уже будет принято решение об объединении, вот эти все ограничения, они снимутся. И они смогут выйти уже сами на оптовый рынок. Такие крупные потребители, как Алроса, допустим, Якутцемент, Водоканал, они могут вообще отказаться от услуг Якутскэнерго и сами выйти на оптовый рынок. И как Якутскэнерго покупает для населения и потребителей тариф, играя на оптовом рынке, точно так же Алроса для своих нужд может покупать на оптовом рынке, нанимать себе более выгодную сбытовую организацию и так далее. Есть ли сегмент для маленьких компаний? Например, если один человек поставит ветряную генератор и будет вырабатывать на своем сонте, скажем, электроэнергию для соседей. И ее у него будет избыточно, и он захочет ее продавать, да? Сейчас, пока мы находимся в изолированной зоне, законодательство как бы не предполагает таких моментов. А вот когда заиграет оптовый рынок, то там появляется возможность подключения этих станций к сетям. Ну, для того, чтобы выработать энергию и конкурировать со всеми другими станциями. Но там надо свою станцию построить на уровне требований законодательства, пройти все процедуры регистрации. Называется как бы квалифицированный источник энергии, называется в законодательстве, зарегистрировать ее и начинать конкурировать. Ну, просто солнечные панели поставить не получится. Ну, можно, конечно, но это должны быть очень большие, на самом деле, не совсем маленькие вот такие, а все-таки большие мощности, которые могут конкурировать. Иначе их объем вообще пропадет в этой сети же. И при этом конкурировать так, допустим, предлагать Алросе, допустим, предлагать там, ну, я не знаю, Якутуглю на юге могут предлагать. Но это надо подключаться к линии и так далее, там большие требования технические. От кого будет больше зависеть тариф? От самих потребителей или тех, кто вырабатывает? То есть ситуация такая, вот есть спрос, например, на электроэнергию, и сами понимаете специфику нашей республики, есть в некоторых местах очень мало предприятий, в других больше, в-третьих, ну, переработка как бы тоже требует затрат. И вот от чего? И будет дешевле там, где больше потребляют, или там, где меньше? Конечно, дешевле всегда, и сейчас дешевле там, где больше потребляют.
У нас тариф делится, передача делится на 4 уровня напряжения: высокое напряжение, среднее первое, среднее второе и низкое напряжение. И те потребители, которые получают электроэнергию на высоком напряжении, им не надо платить за дальнейшую трансформацию этой энергии для других поменьше потребителей, и для них установлен тариф пониже. А для самого низкого уровня там тариф повыше. Таковы требования законодательства, как бы экономически обоснованные затраты именно так слагаются. Но чем больше будет предприятий, тем да, меньше будут они. Да, и когда заиграет уже оптовый рынок, конечно же, крупные потребители, они смогут уже надеяться на то, что они, если хорошо сыграют на оптовом рынке, они могут получать экономию. Спасибо, Антонина Борисовна. С вами была передача «Акцент». Я Николай Борисов.